Сейчас разберем три категории гласных букв в тувинском языке. Они могут быть обычной долготы А, долгие А и фарингализованные А. А произносится как и в русском языке. Например, слово арат, крестьянин. Буква долгие произносится, следовательно, долго. Например, слово арыр, болеть. Долгие гласные произносятся дольше, чем ударение в русском языке. Давайте обозначим долготу гласных. Обычные ударения долгие. Это тувинское, русское тоже. Здесь русское, а здесь тувинское. Также еще на уровне долгих фарингализованные. Вот примерно на таких уровнях долготы находятся гласные русского и тувинского языка. Обычные. Вот в этом уровне, в русском ударение чуть больше. Например, слово память. 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 Не память, а память. А в тувинском дольше, чем ударение русского языка. Ары. Вот. Фарингализованный на том же уровне долготы, что и долгие гласные тувинского. Что значит фарингализованный? При произношении фарингализованно согласных происходит некоторое напряжение мышц глотки. Например, слово ат, конь. Конь. Слово еще мясо. Происходит напряжение мышц глотки. Чик. Еще, например, можно. Груз. Поклажа. Следует научиться произносить эти буквы. Чик, ат, эт. Не ат, а ат. Потренируйтесь.